Привет всем слушателям Радио Рекорд, радиопрограммы Вайгель и читателям газеты «Известия Мордовия». Сейчас я в Финляндии, с января месяца учусь здесь по обмену. Кто бы мог подумать тогда, когда я приезжала, что сейчас здесь такая ситуация, не только в Финляндии, не только в России, но вообще во всем мире такая пандемия. И хотелось бы вам немножко рассказать о том, что происходит здесь, в северной стране. Здесь карантин наступил даже раньше, чем в России. Мы уже месяц сидим дома на дистанционном обучении в общежитии. Многие иностранные студенты, которые жили со мной, даже на одном этаже, многие разъехались, когда только карантин наступил, когда границы еще были открыты. Сейчас, конечно, все границы закрыты, и граница с Россией в том числе. Когда я попаду в Россию, я не знаю. Надеюсь, что скоро. Какая ситуация здесь, в Финляндии, с вирусом? В прошлую пятницу я смотрела, заболевших было около 1600 человек. На сегодняшний день их уже 2500 человек во всей Финляндии. В том городе, где я живу, в городе Турку, на сегодняшний день 54 человека, но это только официальная цифра. Может быть, на самом деле их немного или намного больше. Турку не намного больше, чем Саранск, но если в Саранске на сегодняшний день, по-моему, 7 заболевших, то в Турку 54, это, конечно, большая цифра. Как я уже сказала, многие иностранные студенты разъехались, я решила остаться. Мы не паникуем, занимаемся, я не знаю чем, всем. Смотрим фильмы, танцуем, готовим вместе, гуляем по лесу, бегаем, но только по лесу или в местах, где нет людей. В центре сейчас нет людей вообще практически. Многие места, естественно, закрыты, такие как университет, библиотеки, кафе, рестораны. Торговые центры, конечно, еще открыты, но открыты только те магазины в них, в которых продается, например, одежда. Кафе или кинотеатры, это все закрыто. В центре людей практически нет, но на улицах, где не так много людей, люди обычно гуляют, но соблюдая при этом обязательно дистанцию. Они гуляют с детьми, могут даже играть на футбольных площадках, например. Вот. Мы и сами, если выходим гулять, то гуляем только по лесу и тоже соблюдая дистанцию, если где-то идут люди. Какая ситуация в магазинах и в аптеках? Особенно в аптеках это очень важно. Сейчас все продукты есть абсолютно в магазинах, но первая неделя карантина, конечно, напугала, видимо, всех финнов, и не только финнов. В первой неделе были пустые прилавки с хлебом, например, я не знаю, с консервами, не знаю почему, с туалетной бумагой, мы постоянно над этим смеемся, но это и в России, и во всем мире, я не знаю почему именно туалетная бумага. Сейчас все есть, включая туалетную бумагу. В аптеках, конечно, ситуация немного хуже. 2 недели назад я заходила, не было масок вообще. На сегодняшний день я спрашивала знакомых финнов, они говорят, что масок нет до сих пор, может быть, их привозят, но в небольших количествах и их сразу раскупают. То же самое происходит и с антисептиками. Конечно, ситуация страшная, но мы стараемся не паниковать, делаем вид, как будто ничего не произошло, и ждем, когда это все закончится. И вам желаю того же. Самое главное — это сохранять спокойствие. Все обязательно будет хорошо. Просто, может быть, немного позже, но будет. Просто во время самоизоляции, во время карантина слушайте хорошее радио, например, как Радио Рекорд или радиопрограмму Вайгель, и читайте только самые актуальные новости в газете «Известия Мордовии». До встречи!